Маленькое видео я имел в виду для того, чтобы поговорить о Чечне, поговорить о геополитике, ведь это интересно узнать, кто такие чеченцы. Итак, чеченцы — это часть России, Российской Федерации. Это республика, которая является Россией. Это мусульмане, чеченцев около 1 миллиона 394 тысячи, их немного, они говорят на русском, еще на родном языке, они пишут на кириллице, и это нелегко для них. Находясь во Франции, это тяжело. Но, тем не менее, они работают, в большинстве они в охранной сфере, потому что у них традиция быть мужественными. Скажем, горцы, которые мстят за своих, на которых посягнули. Короче, у них традиция воинов. Смотря на их историю, они всегда были воинами. И они сохраняли свою культуру сквозь кровь и слезы. Это не значит, что они плакали или еще что-то. В смысле, несмотря на страдания, они сохранили традиции и культуру. Благодаря своей системе биться до смерти, они сохранили свою идентичность. А еще и генетическое наследие. По правде говоря, это так и есть. Они не сделали так же, как делали поляки, хотя у поляков и гор-то нет, и поляки встретили более мощного врага одновременно, Россию и Германию. Они ничего не могли сделать, чтобы сохранить себя, кроме как укрыться религией католицизма. Которая не является ни протестантизмом немцев, ни православием русских. В общем, у них католическая культура приносить в жертву. Похожий метод у чеченцев. У них культура воинов-мусульман, которые умрут за свою религию и одновременно за свою родину. Мы можем сравнивать эти два метода сохранения культуры чеченских воинов и, так скажем, воинов польских, хотя это разные религии, но цель одна — сохранить свою идентичность, нацию и так далее. И дошло до сегодняшних дней — сохранить жертвы. Ну и черные, учитесь у чеченцев. Если вы видите чеченцев, спросите его, в чем секрет их комментаризма, сплоченности и единства. Попробуйте спросить у них. Я просто не знаю чеченцев. Если бы я знал, я спросил бы, потому что у нас в этом плане пропасть. Нам многому стоит научиться. Сегодня очень много вещей происходит с черными во Франции и за пределами. И когда это происходит с африканцами, всем плевать. Всем плевать. Вы думаете, что завтра кто-то скажет, что он чеченец, и на него нападут? Нет, конечно. Люди ведь узнали, что случилось в Дижоне. Все видели. Все видели, что случилось. Даже если они сейчас возмущаются и говорят, что не нужно было так реагировать и так далее, это все забудется. Ну и что вы думаете? Если завтра кто-то нападет на чеченцев, ничего не будет? Нет, конечно, нет. Теперь он будет ходить по тонкому льду. Даже если раньше кто-то думал, что у них сильная община, но теперь они это доказали. Весь мир теперь знает, что нельзя трогать ни одного чеченца без последствий. Они доказали это. Я считаю, это прекрасно. Это прекрасное послание. Серьезно. Черные, учитесь у других, которые вас окружают. По правде говоря, они очень сплочены, если смотреть извне, которые немного изолированы и недоступны. Но если мы бы жили так же, как жили они, я не знаю, что бы было вообще с нами, имея в виду единство. Все просто. Это характеризует этот народ, о котором я хочу вам рассказать. Это приехать на помощь сплоченно, все вместе,
И это пугает, потому что мы не привыкли к такому во Франции. Это было для того, чтобы приехать вместе, показательно защитить этого молодого парня, который был притеснен в среду 10 июня дилерами из другой общины, которые поставили пистолет в рот и сказали, что мы тебя оставляем живых, чтобы ты передал остальным чеченцам о том, что их же можно ждать. И они были без оружия, вы уверены? Абсолютно. И не было ни одного ареста, и господин полицейский это подтвердит, потому что у него достоверные данные. Не было ни одного арестованного чеченца. В пятницу и субботу. Вот эти снимки, которые вы показываете, они были сняты в воскресенье вечером и понедельник тоже вечером. Это не дилеры приехали из Бельгии, Германии. Это чеченцы приехали, чтобы продемонстрировать, что они могут, показать, что они здесь есть. Это происходит и в Бельгии, и в России, и в Германии. И, конечно же, они так делают для мирных собраний, как, например, день рождения и так далее. Я знаю, это странно, но это так и есть. Если старый, до этих событий современных, они сразу говорят, черкес, они знают, мамлюки, правители, там воины и так далее. Сегодня скажешь Шишан на арабском или Чечня, все, о, Чечня. Дагестан скажешь, Киргизстан, Таджикистан. Чечня скажешь, о, Чечня. Если даже отложить какие-то отрицательные и положительные стороны, мы сегодня видим, что чеченцы уже, их слово, она уже идет на мировом уровне. Мы не говорим, кто плохой, кто хороший. Мы говорим, что этот народ, чеченский народ, Всевышний Аллах дал ему такую харизму, такие качества, которые он выделяется. Он выделялся исторически тоже. И сегодня так получилось, что они на таком мировом уровне. В Америке чеченцы, скажешь, там, Царнаев сразу. То есть где-то они, хоть хорошо, хоть плохо, но как бы сегодня они выявились, и сегодня они имеют какое-то влияние. Сегодня они на международном уровне имеют влияние. Почему? Потому что сам Всевышний Аллах создал этот народ, Он вас создал такими, что вы имеете определенную харизму, вы имеете определенный такой склад качества, характера, что вы проявляетесь постоянно, везде проявляетесь. То есть, вот этот народ, который Всевышний Аллах создал, вас Он создал вот такими качествами. Если вы идете на пути Всевышнего Аллаха, значит вот это все ваше, которое у вас есть, то, что вам Аллах дал, из этих положительных качеств, таких, которые у многих народов сегодня нету. Вы сегодня народ небольшой, у вас 1 миллион с копейками. Чеченцы не были никогда трусами, и чеченцы не будут трусами. Чеченцы наши братья. Если чеченцы не ответят, мы, аварцы, ответим за чеченцев. И эти люди, которые в масках, выходят в YouTube и говорят такие непорядочные слова о братьях, наших, Аллах, мы за них ответим. На то мы и есть аварцы. Это третья по численности национальность Российской Федерации. Это больше 1 миллиона людей. Это люди, которые давно, много веков служили у турецкого, иранского султанов. Это воины по сути и крови, понимаете? При наличии тейповых, родственных, плотных отношений, теперь ведь последние годы, как пишут аналитики, возвращается кровная месть, которую советская власть упорно боролась, но не победила ее. Она теперь реставрируется, восстанавливается.